очень были такие раненые, ну, раны были ужасные. Если в живот ранило, представляете себе рану на фронте, сразу там, пока санитары эти фронтовые их обрабатывали, это что, где есть бинт, где нету, а где ваты туда натолкали, да? Вот. А вот эту вату надо было достать. Да? Как не страшно было? А обезболивающих тогда не было. Тогда отдирают и кричит, и ты кричишь. А обезболивающих-то нет. Они умирали даже пока их обрабатывали от боли. Да они мне все запомнились. Некоторых даже вот до сих пор лицо представляю. А привозят тысячи их, а человек умирает от гангрены. Ему надо немедленно ногу отрезать, немедленно. Вот мне говорит, я уже говорила как-то по телевидению 9 мая, что мне запомнилось, вот это действительно всю жизнь. Вот хирург был Силантьев, тоже из Красноярска был, замечательный майор такой, хороший хирург. Он говорит: Женя, вот надо срочно ему, уже даже не солдат никто, говорит, срочно ему ногу отрезать. Его негде положить. Я сейчас положу его на вот этот топчан, а ноги висят. Держи ногу эту. Держу. Он ее раз отпилил. Я ее держу, эту ногу, она синяя, думаю, куда ее положить? Он говорит: да что ж ты не соображаешь в корзину, она ему уже не нужна. Ну? Это не страшно? Страшно. Вот. Мы тогда не смотрели, спать нам хочется, если нам хочется, грязно мы там... Вы представляете, что девушка быть на фронте, да? А мы все равно работали. И все. Скажут надо и надо. Падаешь, спишь, а надо. Приходилось суток по двое не спать, по трое? И по двое не спали. Трое нет, а по двое точно не спали. Я помню, спать хочется, так спать хочется. Раненых много везут, а я думаю, ну я сейчас, вот это шинели висят, вот эти вот, этих хирургов этих. Я думаю, я сейчас туда под шинели немножко лягу, 5 минут посплю. А я там сутки под шинелями теми спала, они сутками не выходили с этого. А я сутки спала под шинелями там, на 5 минут залезла, да? О. Так я спать хотела. И когда думала, ой, когда я приду домой, я буду только спать, я буду только спать. Больше ничего не хочу, только буду спать. И вот так Работали. вот из своей деревни, по сути дела, из своего родного дома пошла дальше военной этой дорогой, да? Конечно, до самого конца. Уже Какие в Германии. города пришлось пройти? Ой, Господи, Танечка, какие города, какие города. Я, например, свои знаю, что мы прошли Киев, что мы прошли это Краков в Польше, это, по-моему, Польша, да, Краков? Да. Вот Польша, Лодзи, вот был госпиталь, у нас еще в Лодзи был, там война, там фронт, и у нас в Лодзи еще был госпиталь там. А то все время в пути с этими повозками, с этими ранеными, одних отдаешь, других принимаешь, опять везешь, опять принимаешь, и вот так вот обрабатываешь. Вот это вот вся работа. Другой работы не было. Передать раненых на железную дорогу, чтобы их увезли в глубокий тыл, и вот обработка вот этих вот. А еще девчонки были молоденькие, такие же, как и я. На себе выносили их прямо из-под пуль этих, с поля боя. Вот это, чтобы нам принести их сюда. Представляете, это ихнюю работу? Они вообще были в пекле? Ага, вообще. Центре. Вот это, чтобы притащить вот этого раненого, у которого может 70 килограмм, а в нее 40. А она 40 весит. Как вот было его тащить? Тащили и вытаскивали.